здравствуйте, меня зовут Наиля Бектимирова, и я держу в руках калк-кубыз, башкирский народный традиционный инструмент. Такой инструмент есть у всех тюркских народов. Это Казахстан, мы, Башкортостан, Узбекистан, Болгария, даже есть в Северной Осетии. Также на таком инструменте играют монголы, киргизы и даже алтайцы. Он сделан из цельного дерева, обтянут кожей, и здесь у него колки. Тоже деревянные колки, тоже сделаны вручную. Струны сделаны из конского волоса. Здесь минимум 40, здесь минимум 60 струн. Настраивается на ре и ля. Также вы здесь видите 3 вида инструмента. Это вот традиционный вид, вот это оркестровый, это тоже оркестровый, но здесь у них прием игры разный. Для вас я сыграю народную мелодию Турат Саглы. На таком инструменте играют флажолетным способом, переводя на простой язык ногтями. А также извлекают звук с помощью смычка. Смычок у меня дугообразный, также для традиционного калкубыза сделанный. В руках я держу оркестровый вариант калкубыза, сделанный мастером Гульнур Галимовой. Он сделан специально для Национального оркестра народных инструментов НОНИ Республики Башкортостан. На таком инструменте мы обучаем в музыкальных школах Уфы и в других районах Республики Башкортостан. Это также оркестровый вариант калкубыза. Он сделан специально для меня казахским мастером в то время, когда оркестр только переходил на скрипичные калкубызы. Сейчас я вам сыграю также народную мелодию Турат Саглы, чтобы вы сравнили звук.
таком колкубызе играют во многих ансамблях и группах, этногруппах Республики Башкортостан и за рубежом. Раньше на нем тюркские народы играли как шаманы, на нем лечили людей вибрациями и его тембром. Впервые я познакомилась с колкубызом, поступив в училище искусств. Мой первый преподаватель Мухаммединова Эльвира Оксановна зародила во мне такое зернышко любви к этому инструменту, научила, как играть, научила приемам. И потом со временем мы поехали в Алматы, там познакомились со многими колкубызистами. Также поехали в Астану, и там был конкурс, и мы там увидели очень много инструменталистов, которые играют на таком инструменте. Хоть они называются по-разному, но это один вид тюркских народов, и они вот играют на таком инструменте. Поехав в Астану в очередной раз, мы встретились с преподавателем Алматом Карасаевичем Сайжаном. Он нам открыл новые грани колкубыза, показал, как можно на нем круто играть, виртуозно играть, как можно играть на нем концерты и такие классические произведения, которые раньше не были написаны для колкубыза. Для нас сейчас большая проблема, что мы не можем переложить много красивых мелодий на колкубыз. Над этим сейчас работают наши композиторы Башкортостана, им отдельное огромное спасибо. Если вы хотите научиться играть на колкубызе, приглашаю вас в музыкальные школы Уфы. Также потом можно пойти в училище искусств. Оттуда можно пойти в институт искусств и дальше, конечно, работать в оркестрах, в ансамблях, самому сольно выступать и популяризировать башкирский колкубыз. Теперь я хочу вам рассказать, какие фишки можно делать с колкубызом, которые нельзя сделать на классических инструментах. Самое классное звучание колкубыза, когда мы его перестраиваем с помощью колков на другой лад. Это ми-ля. В классике он звучит как ре-ля. Здесь можно играть очень много мелодий с бурдоном, с необычным и очень характерным для этнической музыки. Как я вам и говорила, на таком инструменте играли шаманы. Я хочу вам показать кусочек из того, как они играли. Здесь много спецэффектов, здесь много фишек. Этот инструмент очень красивый, имеет большую историю. Я надеюсь, что она станет популярной среди молодежи. Надеюсь, что появится много исполнителей на таком инструменте. Спасибо за то, что просмотрели этот мастер-класс. Надеюсь, он был для вас полезным. Надеюсь, вы узнали много для себя нового. Я желаю вам море красивой музыки и большого вдохновения. До новых встреч!